быстренько представимся. Юрий Розанов и Василий Соловьев сегодня работают на этой игре. И пока пауза в игре, немножечко о том, что происходит у нас здесь на стадионе. Порядка несколько сантиметров ниже и мяч попал бы в ворота. И арбитр показывает на точку. Ну, игрок не потерпел, но глубину шансов у него было немного. Лионель Месси забивает гол. Когда он это делает, в половине случаев, как минимум, кажется, что партнеры вообще ему не нужны. Он горит, он светится, он настоящая звезда. Какой минуты? Уилшер. Штраф. И из дриблинга в удар сейчас вложится игрок, и практически любой. Хороший момент. То есть сумасшедшим настроем действует игрок, и несколько эпизодов сам для себя приготовил. И он получает поддержку. Вот момент. Не может. Справляется вратарь. Подключение на правом фланге. Вот моментище. Некоторая передышка для защитника. Ну, если бы... Бей! Но это время современного футбола. Не давать бить или блокировать удары. Как получится. Шанс для Барсы. Команда будет подавать угловой. Конечно, когда бьют с такой дистанции, не скажешь заранее, что это голевой момент. Большинство ударов с такой дистанции, конечно, голкипер должен даже не отбивать, а ловить. Ну все, мяч выбит из штрафной, защитник может быть доволен сам. Хорошая возможность для голкипера отработать технику ловли мяча. В угловой Барселоны будем смотреть. Думаю, надо... И... Бускетс. И мяч в воротах соперника Барселоны. А комментаторы в таких случаях говорят «ахнул поворотом», и они абсолютно правы. То есть мы абсолютно правы, потому что мы так и скажем. Корот, давай. Ахнул. На повторе смотреть этот угловой даже не интересно. Игрок Барселоны перехватывает мяч. Еще одна передача. Думаю, надо бить из... Нужен! И вот вам, пожалуйста. И до того исход матча смотрелся приглушенным, ну а теперь, я думаю, сомневающихся стало еще меньше. Как слабенько кое-кто играет. Кто знает, может быть, завтра они сыграли бы совершенно по-другому, или матч был упорным бы, но мы видим сегодня то, что видим. Обыгрывает Хави соперника. Удар! И какой удар головой! Барселона добивается успеха. Я думаю, что сейчас аплодируют все этому удару, забыв про счет, потому что это мяч великолепный. Запомните вот этот удар, потому что будете потом рассказывать, как там это все было в замедленном повторе. Будете первыми рассказчиками. Моментально голкипер поплатился за свою... Да было в подкате пытаться. Вот передача. Думаю, надо... Удар по воротам. Спасает голкипер ворота, но придется еще ему стараться. Хочется крикнуть гол. Здесь промахнуться, наверное, было труднее, чем забить гол, но сильно ругать. И есть вариант для того, чтобы сделать обостряющий пас. Партнер рывком для этого практически все сделал. Опасный момент. Чуть точнее был бы гол. Забить забили, но мяча этого все равно недостаточно, чтобы ситуацию спасти. Какой прекрасный гол, Василий. Однако ждать его, я думаю, могли не все. Да уж, сегодня этот вратарь играл отлично. Может быть, это какая-то потеря концентрации. Трудно сказать. Надеюсь, что этот гол не сильно выбьет его из колеи. Красивый гол получился. Да и штраф немного. Думаю, надо бить и забивать. И вот он идет по воротам. В воротах мяч. В воротах гол будет засчитан. Как у нас говорят, первая Коломб, вторая Соколом, стало быть, будет и третья. Нам осталось немного. Посмотрим дальше, что будет.
Превосходство. Не знаю, правильно ли говорить, что футбольная атака захлебнулась, или это комментаторский штамп, но я думаю, что понят буду верно. Продолжает команда атаку развивать. Опасно! Ну хорошо, хоть забили гол. Ну, давайте посмотрим. Может быть, немножко упивались собственным превосходством, да, футболисты одной из команд, и где-то им не хватило внимания в обороне, потому что они, конечно, инициатива сегодня за ними, и территория, и это как соперники такие редкие, обеспечали поднимали глава, за смотрите, что происходит. Вот теперь... Давайте попробуем мы с вами угадать, как будет разыгран удар. Очень далеко до ворот. Здесь Вова ожидает, пожалуй, что и не стоит. Хороший момент! И мяч в ворота! В организации игры, прежде всего, может быть, в обороне, в полузащите Арсенал сегодня выглядел неважно. Слишком много мячей влетело в его ворота. И вот этот от же игрока. Естественно, у него идет, он в порядке, и ему дают и дают мяч. Он лучше знает, куда его отправить подать. Барса выиграла! Финальный свисток прозвучал.